Меня пригласили в полицию за мою публикацию про Маралды, где я говорю, что жители выступают против строительства золотодобывающей фабрики с использованием цианида. И сейчас происходит просто какой-то сюр, потому что ТОшка подала на меня обращение в полицию, что я даю ложные сведения, в частности, про воду. Я говорила, что нельзя строить фабрику с использованием цианида на горе, где находятся родники и подземные воды, потому что если цианид попадет в воду, то это все, это будет огромная катастрофа. Эта река впадает в Иртыш, далее в Бухтаринское водохранилище. Вы представляете, какого масштаба может быть катастрофа? Но самое интересное, депутат Мажилиса Ринат Заитов отправлял свой депутатский запрос в Министерство экологии по поводу воды, и ему ответили, что оказывается, все-таки обнаружили там родник, который раньше как будто бы вроде не видели, хотя жители говорят, что родники там были всегда, и они могут ночью с закрытыми глазами любой из них им показать. Салынат салынбайтыны белгісіз. Экология министрлігі былтыр менің сауалыма берген жауабында о жерден аяқ астынан бұлақ табылды, бұрын жоқ еді, қайта қарастырып жатырмыз деген әдеттегідей жауабын берді, өтірік жоспарлаған. Но посмотрите, что пишет ТОшка в своем обращении на меня в полицию. И пишут, что ложные сведения, когда я говорю, что на территории фабрики есть подземные воды. А еще они написали, что под фундаментом фабрики никакие струи воды не пробивались, на видеозаписи жителей зафиксированы талые воды, образованные в результате таяния снега. А вот это видео, которое засняли местные жители. Көзі бар адам көреді, міне. Көрдіңіздер ме? Сатырлап әне су ағып жатыр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ар жағының бәрінен. Мын жағын өтірік бетін жауып тастаған, а мын жағынан жауап. То есть эти струи воды – это талый снег, вы с этим согласны или я чего-то не понимаю? Но самое интересное, несколько дней назад прошел круглый стол в Департаменте экологии ВКО. И там вот они сами признали, что оказывается на территории фабрики все-таки родник есть. Акцент на том, что да, на данной территории был дополнительно выявлен водный объект, родник, но учитывая эту ситуацию, что появился... Меня терзают смутные сомнения, потому что Департамент экологии пишет, что родники на территории есть, а фабрика пишет, что подземных вод у них нету. Но быть такого не может, потому что родник – это и есть выход подземных вод на поверхность. У меня складывается такое ощущение, что тот, кто написал обращение на меня, не понимает, что родник и подземные воды – это связанные явления. Ну, если уж путаница в такой элементарщине, то что говорить о процессах, связанных с цианидом? И, возможно, нужно будет отменить строительство, за что борются маралдинцы. Они переживают за свое здоровье, за свою жизнь, за чистоту воды и природы. Поддержим маралдинцев. Народ, объединяйтесь вокруг идеи нашего президента, что Казахстан наш общий дом, и только от нас зависит, каким он будет.